Аль Капоне. Афоризмы и цитаты на канале «Мудрые мысли». Можно ли простить врага? Бог простит. Наша задача – организовать их встречу. Пуля очень многое меняет в голове, даже если попадает в задницу. Если ваши друзья просят вас договориться с вашим врагом, значит, предатели уже договорились за вашей спиной. Я отдам 3 десятка своих головорезов за одного человека, умеющего решать вопросы, разговаривая. Время от времени терпи дураков. Можешь узнать что-то стоящее, но никогда не спорь с ними. Добрым словом и пистолетом вы можете добиться гораздо большего, чем одним только добрым словом. Будь корректен со всеми, общителен со многими, близким с избранными, другом единицам. Не трогай проблему, пока проблема не трогает тебя. Минута терпения – 10 лет комфорта. Всегда вытаскивай змею из норы чужими руками. Некоторые осторожничают, чтобы не проиграть. Играя осторожно, ты однозначно проиграешь. Тюрьма выгодно отличается от могилы тем, что ее двери когда-нибудь откроются. Дурак тот, кто не может спрятать свою мудрость. Прислушивайся к советам, которые дают тебе преимущество. Никому не давай таких советов. Все совершенное тобой к тебе же вернется. Мир принадлежит терпеливым. Не пробуй глубину реки 2 ногами. Не тряси зеленую яблоню. Когда яблоко созреет, оно упадет само. Лучшие годы своей жизни я потратил на то, чтобы помогать людям хорошо проводить время. И какова же была награда за это? Нет ничего легче обещания. Когда я был маленьким, я молился о велосипеде. Потом я понял, что Бог работает по-другому. Я украл велосипед и стал молиться о прощении. Случайных совпадений не бывает. Я такой же человек, как и все. Все, что я делаю, это удовлетворяю спрос. Я предприниматель. Я сделал свои деньги, обеспечивая популярный спрос. Если я нарушаю закон, мои клиенты так же виноваты, как и я. Вы были бы удивлены, если бы знали кого-то из ребят, о которых я должен позаботиться. Будьте осторожны, называя кого-то своими друзьями. Я бы предпочел 4/4, чем 100 пенни. Если врешь, будь краток. Люди, которые ничего не уважают, боятся страха. Поэтому на страхе я создал свою организацию. Но, пожалуйста, поймите меня правильно. Те, кто работают со мной, ничего не боятся.
Те, кто работают на меня, сохраняют верность не столько из-за их оплаты, сколько потому, что они знают, что можно сделать с ними, если они сломают веру. Организация, которую я создал, построена на страхе.